Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумага достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях долгожданный гость, наш друг, брат, известный татарский общественный деятель, лидер Совета татар мира Руслан Айсин. Салам алейкум, Руслан, рад тебя приветствовать. Алейкум салам, адаш, хайлы күннәр, достар һәм башкорт туганнар. Руслан, мы часто с тобой общались на разные темы, но никогда почему-то до сих пор я тебя не приглашал к себе на канал, и я это с радостью делаю. Рад тебя еще раз, говорю, видеть. И нам Рахмат. действительно есть что много что обсудить. И я вижу, как наши дела, которые мы вместе продвигаем с тобой, они успешно действительно продвигаются и в повестке, и в российской, общероссийской повестке, и в повестке наших народов. Поэтому действительно есть что обсудить, есть что сегодня рассказать нашим зрителям. А меня смотрят действительно не только одни башкиры, смотрят и татары очень много смотрят, и представители наших братских тюркских народов. Так, первое, что я хотел спросить, Руслан, вот расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем положении татарского народа. Какое оно, на твой взгляд, на данный момент? Рахмет, Руслан, за приглашение. Действительно, мы, в общем, приняли решение двигаться вместе. Бирге харакат итәргә. Только так мы сможем противостоять тем угрозам, которые в основном исходят из Москвы, понятное дело. И бирге булмасак нам будет очень тяжело. И я пытаюсь в том числе ответить тем критикам, которые предпринимают многочисленные усилия, чтобы нас разделить и посеять между нами фитну и раздрай. Такого не будет, вот, докладываю я всем. Значит, ситуация у татар, я бы сказал, нерадостная. С одной стороны, можно быть оптимистом-пессимистом, да, смотря на стакан, но все-таки мы стараемся быть людьми объективными, потому что если мы не дадим правильный диагноз, лечить и решать наши проблемы будет крайне тяжело. Протокол лечения основывается именно на правильном диагнозе. Да, татар, как бы этническая масса, татар, она превалирует, там миллионы человек, но при этом мы видим, как за последнее время стараниями Москвы и где-то бездействием нас самих, и в особенности лидеров Татарстана, которые, значит, от имени татар и Татарстана там вещает, произошла и происходит страшная тенденция, численность татар уменьшается, татары теряют свой язык, к несчастью, татары отходят от многих своих традиций, татары частью пытаются прислониться к так называемой идеологии русского мира, умирать за русский мир и все остальное. Когда ты их призываешь, давайте там умирайте за татарский мир, они говорят, синарся, там ты что, тут Россия наша родина и прочее, и прочее. То есть это на самом деле большая проблема. И оттого очень важно, что мы должны объяснять людям, что к чему. То есть, когда говорят, да, вот вы толком ничего не делаете, только вещаете, я люблю приводить следующий пример. В свое время Герцен, помнишь, мы на нем росли, там, Мектеплярда нас учили, Герцен, Былое думы. Он пишет, что вот нас постоянно упрекают, вы ничего не делаете, только болтаете, пишете. Он говорит, они не понимают, но мы-то работаем. И на самом деле потом Ленин Бабай сказал, что Герцен и Огарев со своим колоколом, их разбудили декабристы, они разбудили остальную Россию. То есть без Герцена не было бы там, условно говоря, революции 17 года. Так что все взаимосвязано, и те люди, которые считают, что действие, оно должно быть вот конкретно, там пошел и, там, я не знаю, асфальт уложил, и что они имеют в виду, когда говорят, что вы ничего не делаете. Ведь, как говорит наш общий друг Иса Садыков, азербайджанский патриот, бывший замминистра обороны, он говорит, что 80% всего успеха – это борьба идеологическая и информационная. Если вы ее проигрываете, то вы проигрываете войну. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы объясняли нашим людям. К большому несчастью, я должен констатировать, что
пока в руках московитян и их ставленников находится в том числе аппарат принуждения, идеологический, информационный, они достигают определенных результатов. Но я думаю, что рано или поздно это закончится, конечно, потому что капля камень точит. Так вот, касательно татар. Ты знаешь, что 25% всего татар проживает в Республике Татарстан от общей этнической массы, а остальные, они как бы раскинуты по всем весям. И, собственно говоря, это тоже проблема, потому что татар один из таких дисперсных расселенных народов. И там, ладно, кто в Татарстане живет, у них еще там какие-то возможности есть для сохранения, хотя сужающиеся и сужающиеся бесконечно. А для остальных уже выбора нет, потому что ни школ, ни других институтов для сохранения там языка и прочего, ну, уже нету, да. Так что они вынуждены или уезжать в Татарстан, и им там практически места нет. Это тоже большая проблема. Мы сталкивались, когда многие татары там в 90-х годах приезжали в Татарстан, полной там решимости, таких романтических иллюзий, а оказывалось, что им места нет. Ну, вот такая проблема существовала. Из Центральной Азии очень много приезжало, и вот наиболее активные люди там в татарском национальном движении как раз были выходцы из там, Казахстана и Узбекистана, кстати говоря. Они как-то привнесли вот такую новую струю. Поэтому проблема заключается еще и в том, что Татарстан не в состоянии решать вопросы татар, которые за пределами Татарстана проживают, и, по сути говоря, они там отданы на откуп самим себе, хотя есть Всемирный конгресс татар, который там, ну, сейчас понятно, скукожился до уровня Сабантуя под вывеской Сабантуй СВО, Сабантуй и СВО, там получается у них, да. Ну и все по факту. По факту все, ну, так как я и работал в Конгрессе татар, возглавлял Всемирную организацию татарской молодежи, я много ездил и знаю ситуацию там изнутри. Конечно, последние годы мы физически оторваны, но я общаюсь с людьми, и они негодуют, они говорят, что окромя вот этих вот старых бабайских методов давайте Сабантуй и Штрабес, да, и на этом все. Есть еще люди, которые как патриотично настроены, и на них вся ставка. В общем, подытоживая, я думаю, можно сказать следующее, что кризис, в котором мы оказались сейчас все вместе, он далеко не случайен. И, в принципе, я одно время даже рассуждал таким образом, наверное, этот кризис был неизбежен, и, наверное, он даже нужен был. Потому что вот иллюзия, в которой мы жили, хотя там с Путиным договоримся, с этими договоримся, и вот так все это оно будет происходить, да ничего не будет происходить. Ничего не будет происходить даже когда в 2017 году, нет, не в 2017, а в 2007 году даже, когда, помнишь, убирали этнорегиональный компонент в систему образования, Шаймиев возмутился, потому что он говорит, я с Путиным 2 раза разговаривал. И Путин мне пообещал 2 раза, что он не подпишет этот указ. И, значит, 2 декабря, я хорошо это помню дату, были выборы в Государственную Думу, Татарстан, ну, и Башкортостан, естественно, под 90% все за Единую Россию. И 3 числа Путин подписывает этот закон. Представляешь? То есть он просто их кинул, как дурачков наших. И вот когда они и в дальнейшем говорят, да, мы договоримся с Кремлем, мы договоримся, как мне говорил этот Гельмудинов, наш депутат, помнишь, в 2017 году вот это начали отменять язык, и он был тогда председателем комитета в Госдуме, и он мне говорит, Сез Нарсе, там, значит, бузите, там, вы мне мешаете с Кремлем договариваться, там, я там договорился с этим, с тем. Я говорю, что ты договорился? Где ты, что ты договорился? То есть вот это вот у них сидит, что вы там не лезьте, а мы там, значит, умные агайвары, мы Порешаем. там, значит, порешаем, да, вот порешались. Порешались до того, что Татарстан, один из лидеров по умершим в Украине, то есть еще и используют наших людей, Андажи Гарелер, и вот они чернозем украинский удобряют. Вот к чему они привели. Поэтому я считаю, что татарский народ должен взять инициативу в свои руки, проявить субъектность. Конечно, сильная зависимость есть от Татарстана и в политическом, и идеологическом смыслах, это очевидно. Но в том числе наша задача сформулировать таким образом, что мы
должны быть сами субъектны, и мы должны влиять на Татарстан. То есть у меня вот это была концепция, то есть динамичный и статичный Татарстан. То есть вот нынешний Татарстан, он статичный, он уже не может двигаться, то есть он фактически находится в заложниках у Москвы. Соответственно, функцию динамичного Татарстана должна взять на себя диаспора татарская, ну или татарское движение. Вот. Когда мы освободим, ну, можно поменяться ролями. Ну, как поршень. Если этот поршень работать не будет, Мгм. и, соответственно, движения не будет. Поэтому надо сделать все, не только там освобождать Татарстан, что очень важно, как мы понимаем, но и пробудить вот национальное самосознание у наших людей. Потому что если там 10-20% людей пробудится, проснутся, то я думаю, это будет сила, которая в состоянии будет решать самые максимальные задачи. Ну, я с тобой полностью согласен. Я тоже считаю, что основная наша борьба– это идеологическая. Мы должны в первую очередь освободить наши народы, чтобы каждый татар, каждый башкир в голове у себя освободился. Осознал, что Да, Россия не его родина, что его родина Татарстан, что его родина Башкортостан, что на самом деле нахождение в этой империи– это только смерть. И я вот написал книгу «Путь к свободе». Там я такой момент как бы описываю, что даю диагноз своему народу башкирскому, говорю о том, что если эта империя сохранится, вот этот режим, пусть умрет Путин, там, да, условно, но чекистский режим сохранится, то я даю своему народу максимум 30 лет до того момента, когда он перешагнет вот этот вот рубеж, точку невозврата, когда уже, наверное, невозможно будет спасти его как народ со своим отдельным уникальным языком, со своей вот национальной идентичностью. Скорее всего, может быть, я ошибаюсь. Может быть, нам не 30, может быть, там 50 лет, условно. Но как я считаю, что уже сейчас есть некоторые народы России, которые перешагнули этот рубеж и которые уже, наверное, мгм, не спасти. Но не буду там как бы перечислять все народы, ну, просто остановимся хотя бы на Карелах. Карелы, которых еще буквально 100 лет назад были большинство своей республики, когда-то была, имела статус союзной республики даже, сегодня их 5%. И даже если представим, что они получат независимость, но это уже не будет Карельская республика, и не как, а как карельская государственность, где бы доминировал карельский язык, этого не просто, мне кажется, это невозможно. Но это должно произойти какое-то чудо, когда 5% смогут, скажем так, свою повестку навязать 95% остального русского населения. И вот в этом случае я и говорю, что есть некоторые народы, которые уже, наверное, не спасти. Там, возможно, им там в будущем действительно какие-то будут привилегии для их республик, им оставят какие-то функции там коренного народа, там с какими-то поблажками, плюшками и так далее, чтобы они там вот доживали свой век и все. Но наши народы пока еще держат численность. Численность, э, ислам в этом играет большую роль. Роль вот это вот а, скажем так, преграды перед ассимиляцией. Ну и плюс то, что все-таки наши народы были развиты, и, насколько я, если не ошибаюсь, Руслан, поправь меня, по-моему, 3 только республики, у которых было полное национальное образование, это да. Татарстан, Башкортостан и Саха-Якутия. Вот это как бы еще дает нам какую-то фору, на мой взгляд. А ты как считаешь, вот сколько, если этот режим сохранится, сколько татарскому народу еще вот останется тоже до такой вот точки невозврата? Это, значит, очень хороший вопрос. Я начал читать твою книжку и обязательно, иншаллах, сделаю рецензию на нее. И она как бы поднимает, вернее, ты поднимаешь очень правильные вопросы. Вообще программных вещей нам не хватает. Потому что если мы программно не будем мыслить концептуально, то в случае даже развала вот этой империи, да, нам будет тяжело, потому что у нас должно быть все быть готово идеологически, политически, концептуально, хорехло. Поэтому надо приветствовать только вот такие вещи. И да, кто-то не может это читать, говорят, сложно, но, извиняюсь, под каждого не подстроишься. Ты знаешь, великий татарский мыслитель, деятель Гаяс Хакы в свое время написал известное произведение футуристическое «Кейс Илдансен Инхирас. Исчезновение через 200 лет». Было написано она более 100 лет назад, ну, осталось там сколько?
порядка 90-80 с чем-то лет, наверное. И по сути говоря, долго-долго мы говорили, вот инкайраз, 100 лет осталось, там меньше осталось. Сначала это все было в виде такой риторики, ну, общей, что называется, да, если мы что-то не сделаем, вот инкайраз настанет. Теперь его приговор, по сути говоря, звучит уже таким серьезным набатом, щелчками такими. И я думаю, что, ну, 2 поколения на самом деле. 2 поколения — это немного, там 50 лет. Как-то люди могут остаться, а вот все остальное, образование может исчезнуть даже за 10-15 лет. Исчезнет образование, соответственно, исчезает язык, скорее всего. Опять-таки, вот у Гаяса Интеллигенция. Хакасии интеллигенция, да, абсолютно верно, писатели и прочее, прочее. Это журналистика национальная. Вот Гаяс Хаки в свое время сказал, что вот Магрифат — это первый шаг к свободе. То есть, если его не будет нашей системы образования, просвещения, тогда естественно, что можно будет быстро заполонить мозги людей вот этой вот русско-мирной мертвечиной, и все, и из людей делают манкуртов, в общем, да, что и происходит сейчас, как мы видим. Так что если взять вот такой радикальный сценарий, и у нас уничтожает все, то я думаю, что масса останется людей, но уже национальное самосознание через поколение, наверное, будет уничтожено. А так, ну, 2 поколения, демографы говорят 3, там, какая-то небольшая группа может остаться, опять-таки, такие вот уже на периферии, да, остальные просто вольются массой. Сегодня, кстати говоря, одни знакомые мне скинули пост ну, из одного известного человека, не буду называть фамилию, которая пишет, что вот моя бабушка, она, оказывается, была татаркой. Да, там с востока Татарстана. Сейчас у нее и фамилия, и имя русское, ну, известный человек. И вот таких будет больше и больше. И она вспомнила эту бабушку в связи там, значит, с какими-то кулинарными делами. И все. Ну, и ты знаешь, манкуртов у нас очень много там. И фамилии могут быть татарские, все остальное, а содержание уже как бы не соответствует национальному аспекту. Так что это огромнейшая проблема, и я думаю, что Москва делает все возможное, чтобы это ускорилось. Хотя да, вот Да. здесь важно, что именно ислам пока сдерживает, что у нас есть мечети, все остальное. Ну и это, знаешь, вопрос быстро отменяемый, потому что вот эти вот продажные муфти, которые орут там за Родину, за Путина, их ислам вообще к исламу отношения не имеет. Собственно, они просто служители системы. Если они пропагандируют на варазах войну и прочее, ну, я знаю нескольких людей в Татарстане, достаточно известных, которые просто отказались в какой-то момент посещать варазы и спрашивали, как можно, не можно. Ну, конечно, вы можете не следовать за имамами, которые не соответствуют, да, исламским ценностям. Они просто вот гонят, что Путин там за русский мир и так далее, Донбасс, Бомбас и все остальное. Естественно, в таких условиях ислам, вот их ислам будет работать на то, чтобы эти люди просто-напросто уходили в подполье. Что, с одной стороны, будет сегрегировать, конечно, и, наверное, даже и хорошо, в том смысле, что они свою сущность проявляют. Но глобально, если брать, будет оказываться, что люди, которые там, не согласны с политикой Москвы, с этой пропагандой будут говорить, ну вот и в мечеть не придешь, там, вот как бы, а где наши ценности, туда-сюда. Ну вот, знаешь, не знаешь, у нас там скандал сейчас вышел. 26 апреля, день рождения Тукая. У нас вот это проводится Шехрият Байраме, там день поэзии и прочее, прочее. И каждый год номинируют людей на премию Тукая. Ну, это самая высокая как бы премия в искусстве, в культуре. И вот сейчас там в качестве номинантов выдвинули каких-то там идиотов, которые сняли документальный фильм про СВО. И даже лоялисты говорят, а при чем здесь Тукай вообще? При чем здесь Тукай? При чем здесь вклад в татарскую культуру? На чем это основано? Ну, вот этим будут заполнять, выхолачивать все содержание.
да, и естественно, что место там ни татарской культуре, ни татарской мысли, ни татарскому руху просто не будет, потому что будет одно сплошное СВО, один сплошной и бесконечный русский мир. Кстати, вот по поводу ислама, если мы знаем, что вот недавно буквально Сечин там высказался, сделал такое как бы заявление о том, что мы готовы стать той миской риса, да, для Китая, вот, то почему идеологически и вообще последовательно не пойти России за Китаем, глядя на то, как она М. уничтожает сегодня ислам среди уйгур? Мы видим это сейчас, что там практически и запрещают молиться, запрещают пост держать и так далее. Ну, что им стоит в последующем буквально через 10 лет перейти на это то же самое? Абсолютно Вообще запретить ислам. ограничений нет, вообще ограничений нет. Никаких ограничений нет. Ну, ты знаешь, что у нас там в Кульдже живут татары, еще те революционные. И многие из них учились в Казани, до сих пор учатся там, и со многими я был знаком. Вот некоторые прошли через фильтрационные лагеря, отсидели. Одну бабушку, значит, посадили, ей тогда было под 90, вот она делала намаз, совершала, ее тоже посадили. И кто что там скажет внутри, а кто здесь что-то скажет, я глубоко сомневаюсь. Если только мы там будем протестовать, какое-то подполье, а в остальном-то все согласятся. В Китае имамов выгоняют на митинги, шествия с транспарантами, нам зарплату платят КПК, а не Аллах. Ну и прочее, прочее. Друзья мне рассказывали, которые работали в Урумчи, вот, в столице на Синьцзяне, что в некоторых из мечетей делают бары, например, да, есть вот мечети для вот такого, для показушного, и уйгуры, некоторые, они специально ходят в бар, идут на танцпол и там переговариваются, потому что, говорят, прослушка страшнейшая везде. Слежка, ну, ты знаешь, что там система распознавания лиц и прочее, прочее, одна из самых таких мощных. Вот до чего может это довести. Хотя уйгуры очень бравые, очень храбрые, очень образованные, да, люди. Их еще Чингис брал в чиновники, потому что они самые образованные были. Их очень Вот. много еще. Да, да, да. А вот до чего, видишь, довело. Эти люди сейчас вынуждены буквально выживать к большому несчастью. Надо сказать, что ну, наши тюркские страны тоже не сильно помогают. И в Турции огромная проблема с этим, с уйгурами. Вот им сейчас тоже вроде как прекратили вызывать вот этот вот Яшили Кемет. Да, там, ты знаешь, 4 народа, которым турки выдавали бессрочный кимлик. Вот это, Да-да. но там под воздействием, видимо, Китая и там проблемы. И, по сути говоря, им некуда сейчас деваться. Некуда деваться, потому что и в Европе, в Америке уж там и говорить нечего, что происходит. Так что это к тому, что если мы не объединимся, если у нас не будет собственных государственных образований, то ну, нам просто не дадут выживать, это понятно. Вот тогда, возвращаясь к татарскому народу, мы знаем, что нам российские либералы предлагают прекрасную Россию будущего. И вот дадим вам больше полномочий, или, как сказала Певчих, отсыпем вам побольше полномочий. Вот, и все у вас будет хорошо, как в 90-х годах. И вот в этом случае Да. устроит ли татарский народ расширенные права в обновленной вот этой федерации, на твой взгляд? Да нет, мы уже сколько раз обманывались. Я вот приводил пример с тем, как Шаймиев там пытался договариваться. А в 90-х сколько таких моментов было, да? У нас нет никаких оснований верить этим людям. Абсолютно. Пускай они себе, как этот, помнишь, был Страшила из сказки Волкова, насыпят немножко мозгов, и прежде чем нам чего-то там насыпать. Опилок. Вот, да, мы сами самодостаточны и в состоянии сами решать свою судьбу, а не эти оторванные от жизни люди. Пускай они там свою Москву освобождают, там что-то сыплет, там, как Собянину на дорогу реагент. Вот, потому что о чем с ними договариваться? Я помню эти события, помнишь, когда баймакские события были, вот я участвовал на нескольких
их эфирах, и меня резануло, с одними я даже так поспорил в эфире, они говорят, вот экстремист. Это либеральное издание говорит. Я говорю, вы поддерживаете любую антипутинскую движуху. Здесь реально люди реально поднялись, реально дали по мордасам. И вы называете их экстремистами. То есть вот даже на этом уровне они не могут принять нас. Они не могут принять, что башкиры там выступили против системы. Уже сразу экстремист. А ты представь, вот если реально будем освобождать территории, они же, как Ельцин, тоже заклеймят нас. Ведь изначально тоже Ельцин сказал, берите суверенитет сколько хотите. А потом вторгся в Чечню, грозил Татарстану, там танки же стояли на границе с Мариэл. Все просто как бы они были отвлечены на Ичкерию, а так было точно ввели войска. Ну, вообще никаких этих сомнений нет. Тоже либерал, там тоже, значит, свободы туда-сюда. Им нету никакого доверия. Они такие же либералы, как и все остальные. Вон Путин с Медведем тоже ходили, орали. Я либерал, я либерал. Путин говорил, я главный вообще-то либерал. Ну, ты знаешь, к Достоевскому можно по-разному относиться, но в свое время он сказал, что качество русского либерала – это найти сапог и его вылизывать. Вот здесь примерно такая же история. Кстати, я тоже вот в этой же книге своей пишу о том, что когда вот я говорю о том, что если режим сохранится нынешний, то, ну, условно, 30 лет башкирскому народу отводится. Мгм. Но если мы, скажем так, все-таки, не знаю, какими путями окажемся в прекрасной России будущего, условно, нам дадут полномочий, как в 90-х годах, какие-то там расширенные преференции, и мы будем оставлять вся часть доходов, а, дадут, появится гласность, там, мы поднимем уровень жизни. Но это не спасет башкир. Да, мы немножко оттянем время своего исчезновения, ну, буквально там на 50, на 70 лет. Это все равно произойдет, потому что, ну, башкирский язык государственным единственным никто не оставит. Будет русский государственный язык. Если поднимется уровень жизни, а он, скорее всего, поднимется, потому что, да, республика достаточно богатая, ну, это можно то же самое, скажем так, и на Татарстан, скажем, переводить. Поднимется уровень жизни. Это даже сейчас видно по Татарстану. Огромное количество русских едут в Татарстан. Почему? Потому что там богато, Ну сыто, да. прекрасно. И будет то же самое. Будут ехать к нам русские. Их и так сейчас много. А запретить ты им не можешь ехать, потому что единая страна. Это будет постепенно ассимилировать народ. Как бы, и я не вижу здесь какого-то выхода, кроме действительно независимости. Потому что, ну, так мы чуть-чуть просто продлим себе жизнь. Там, это болезнь, скажем так, немножко подлечим ее или какими-то лекарствами, пилюлями от Москвы, но и все на этом. Поэтому, да, Абсолютно так, верно, да. Абсолютно верно. Если позволишь, еще вот такая важная деталь. Во-первых, это сильно расслабит наши народы. А нам необходима мобилизация этническая, внутренняя этническая мобилизация. Потому что только вот если мы будем реализовывать свой проект, люди смогут мобилизоваться, когда им будет предложено, давайте строить наше. А когда оттуда будет, оно чисто психологически людей сильно расслабит. Ну, что все, как бы путинизм ушел, давайте, значит, и туда будут переезжать в Москву, и там будут их растворять, как это происходит и происходило. Там Москва высасывает не только ресурсы, но и мозги. А там уже их берут в оборот, и все. Ну, максимум, что там, опять-таки, будут собираться по каким-то праздникам, там полпред Татарстан будет проводить какие-то вот дежурные мероприятия, не более того. И все. Потому что, ну, ты знаешь, там единственная татарская школа сейчас, ну, она под угрозой фактического закрытие. распуска, да, потому что, естественно, не нравится этим людям, да, туда ходят не только татары, там и узбеки, и кыргызы ходят, ну, он по названию только татарский там, ну, татарский преподают. По сути говоря, это как бы такая же школа, но просто она уже как бы есть у нее специфика национальная, там намаз можно делать и прочее, и прочее. Да, это им тоже не нравится. Вот единственная школа. Они ее, я более чем убежден, расформируют, и никакие либералы ничего восстанавливать не будут. Они скажут, а вам зачем ЕГТЛР? Нет, этого, говорит, у нас запроса не будет, и зачем это нужно, вот госкапитализм и прочее, и прочее.
И все под благовидными предлогами все это и будет происходить, только в мягкой форме. То есть здесь понятно жесткий путинизм, чекизм, как ты сказал, да, а там просто мягкий. Я его назвал либерал-чекизм. Он будет более такой нюансированный. Но на самом деле никуда не уйдет идея исчезновения. Даже вот, что интересно, я активно наблюдаю, мониторю вот там левую повестку, да, у европейцев, как они защищают права меньшинств. Ну, помимо там других меньшинств, национальных меньшинств, они обращают на это внимание. Вот как бы левый либерал. Российскому либералу скажи про это, он сразу ахает, да ты что, это же нацики, там, какие национальные освобождения, ничего подобного быть не может. То есть, на самом деле, это фашизм. Если ты отказываешь миллионным группам, сообществам в праве быть самими собой, это вообще-то фашизм, не что иное. Какое отношение вы там даже имеете к условному там правильному либерализму? Потому что это не что иное, как корпоративный фашизм. Это надо правильно называть вещи своими именами. Но так как у них в руках находятся и финансы, и все механизмы промывки мозгов, и медиа, они, конечно, сразу все это бросят против нас. Ну вот конференции, в которой ты тоже принимал участие по случаю референдума в Татарстане 21 марта 1992 года о независимости. Ведь что было? Там вся вот эта вот махина пропагандистская, она набросилась, они листовки раздавали, на телевидении выходили передачи о том, что татары начнут резню, они будут русских людей резать, они будут их убивать и прочее, и прочее. Ну, сейчас это начнется такая же история, я более чем убежден, что если сейчас мы Татарстану или Башкортостану что-то там позволим, вот тогда вы хлебнете, Чечня вам покажется еще тем самым, там, цветочками. Помнишь же в 90-х годах чеченский след, что бы ни случилось, чеченский след. Там какие-то разборки ФСБшников, там убили кого-то. Я помню, значит, подожгли троллейбус, это 91 95 или 96 год был. И тут же, значит, пишут, это чеченский след. Все, и никто не разбирался. А выяснилось, что это вот банда ФСБшная Лазина-Лазинского, так называемая. Они этим занимались. Но людям уже впрыснули в голову, что это чеченский след. И все, и люди принимают как за должное. Да, абсолютно верно. А ярлыки развешивать они мастера, плюс, ну, в принципе, они сделали чеченский народ, вот, ну, объявили террористами и максимально это Да, пропагандировали да. везде, пивая об голову. Людям согласен с тобой Очень, очень, полностью. очень легко. Вот такой хотел вопрос задать. Большое количество татарской элиты, особенно бизнес-элиты, сегодня встроены в российскую государственность. Мгм. И не получится ли так, что вот они не захотят, чтобы Татарстан стал независимым государством? Вот как ты на это смотришь и что ты думаешь по этому поводу? Это очень интересный вопрос. Совсем недавно вот мы как раз и рассуждали на эту тему. Есть так называемая татарская партия в системе федеральной власти. И я знаю, Да-да. что Минниханов и его окружение, они сделали большие усилия для того, чтобы своих людей инкорпорировать в систему федералов. Ну, это связано в большей степени, конечно, не с идеологическими вопросами, а чисто для лоббирования своих интересов. Где-то они пересекаются с интересами Татарстана, но в основном это вот для того, чтобы через своих людей можно было решать коммерческие и прочие свои дела. И есть люди, которые, я думаю, что искренне будут стоять на позициях Москвы, потому что они так считают, во-первых. А во-вторых, они побоятся потерять свое положение и свою власть. Это случится, скорее всего, этот раскол будет. Он был, в общем-то, и во времена Золотой Орды, там была и промосковская партия, да, и прокрымская партия в Казанском ханстве. И эти партии между собой дрались, как писал Худяков. Известный историк, который первый написал, не дописал, вернее, они у него были в виде очерков, очерки по истории Казанского ханства, которые были запрещены до конца 80-х годов. У меня еще было такое издание принтовское. И он писал, что вот беда уже к концу существования Казанского ханства была промосковская, там проногайская, прокрымская партия, но не было проказанской партии.
Вот он это описал. Разные кланы дрались. Ну, во-первых, разные группы считали, что это просто часть вот этого золотоордынского пространства, оно там туда-сюда власть делят. Но, к большому несчастью, не было человека стратегического мышления. Ну, был там Клуд-Шариф, да. Да. А все остальное, к сожалению, вот раздрай этот привел. И сейчас такие будут. Их будут подкупать, их будут вербовать, я более чем убежден. Но это даже хорошо в том смысле, что не придется людей нам выискивать. То есть они сразу перейдут на ту сторону, и сразу будет понятно, кто враг, кто друг, а кто просто так, как говорится. И, собственно, есть такое понятие греческое «стазис», как переводится как «гражданская война», «стазис». Так вот, изначально оно означало, когда вот в большой общине или в роду решали какой-то вопрос принципиальный, и кто-то вставал, вставал, да, стать, и говорил свое несогласие. Потом это назвали стазис, как внутренний раскол. И, в принципе, гражданское противостояние, оно неизбежно присутствует, когда нам необходимо будет решать вопросы о самостоятельности. Почему? Потому что мы резко и радикально должны будем отсекать тех, кто, например, выступает против или внутри находится, да, и там ведет какую-то фитну, какую-то раскольническую деятельность. То есть вот это вот гражданское противостояние внутри нации, оно тоже неизбежно. Хотим мы этого того или не хотим, но с этим придется столкнуться. То есть кто-то, наверное, скажет, да вы раскольники, это неправильно. Ну, если жить такими иллюзиями, то мы будем проигрывать бесконечно. Хватит уже на мир смотреть в розовых очках. Я вообще считаю, что большее право у тех, кто занимается и политической деятельностью, кто готов там жертвовать, кто готов бороться, да, у них как бы политических полномочий, хакук кубряк, да, получается, у них больше этих прав, чем те, кто просто там сидит на диване, пузыри гоняет. И, соответственно, вот это вот из этого выковывается политическая элита. И эти люди вот на время формирования там нация строительства, государство строительства берут на себя эту функцию. Да, тяжелую функцию. Да, где-то придется там лес рубить и щепки будут летать. Ну а как еще по-другому? Вопрос стоит, или мы вырезаем опухоль, или пациент умирает. Да, вот, ну, многие, наверное, в больницах лежали там, да, и операции делали. Ну, приходится жертвовать. Вот я тоже лежал в больнице, операцию сделали. Ну, хочешь, не хочешь, тебя режут, Да. хочешь, не хочешь, что-то тебя удаляют. Иначе там долго не А когда протянешь. режешь, Здесь то же когда самое. режут, берут нож, и это кровь, и Да, это боль. неизбежно, неизбежно, Согласен. дорогой Руслан. Даже вот когда элементарно яичницу готовишь, приходится это красивое яичко разбивать. Приходится. Приходится кем-то жертвовать. И лучше пожертвовать гнилым элементом, да, чем потом все здоровое отправить на кладбище. Согласен здесь полностью. И вот если переходить тогда к башкирско-татарским отношениям, вот как ты считаешь, на какой стадии сейчас находятся татарско-башкирские отношения вообще, на твой взгляд? И те противоречия, которые у нас были, я не сказал бы, что они прям какие-то были радикальные, что мы там люто ненавидели друг друга. Такого не было, естественно, и в большей степени это такое, скажем, придуманное, наверное, да, нагнетенное, наверное, сверху. И вот в каком, как ты считаешь, наши отношения сейчас? Я считаю, что наши отношения сейчас близки как никогда, в том числе в ощущении общей угрозы, во-первых. Во-вторых, вот все те противоречия, которые сознательно как бы вот купировались и пузырили определенные люди, они отошли на второй план. Потому что, очевидно, если люди специально акцентируют на этом внимание, то есть их задача просто как бы расколоть татар и башкортов. Нету никакой проблемы, которую мы не можем решить, садясь за стол переговоров. Вообще нет такой проблемы, абсолютно. Есть проблемы, которые могут быть отодвинуты. Да? Давайте вот решим сейчас сначала вопрос освобождения. Я сторонник такого подхода. Потом сядем и решим. Да?
Значит, заниматься мочиловым друг друга на радость врагам, но это значит ты сам враг и своего народа, и, значит, родственного народа. Да? Это таким образом надо воспринимать. Нужно четко обозначать. Тот человек, который сознательно сейчас занимается расколом, вот этой вот фитной, этот человек занимается вражеской деятельностью. Все. Если он в рамках конструктива говорит, ну, есть такие проблемы, да, есть, давайте мы их решим. Все, мы говорим, Игорь, сначала мы освободимся, а потом решим. Потому что сейчас это, очевидно, будет превращено просто вот в такую сознательную противостояние в межсобойчик, да, и прочее. Потом есть ощущение стратегических наших общих задач. Ну, ты знаешь, что я всегда стоял на позициях дружбы и родства, и даже испытывал на себе критику в Татарстане. Вот. И, собственно, мы еще и с Фанзилем Ахмедшиным, и с другими еще вот в те далекие времена взаимодействовали. И в 2010 году, вот как раз, когда нас пригласили на Курултай Башкир, то есть вообще до этого отношения были остановлены, и фактически я первый поехал в Уфу. Меня наши братья башкорты пригласили, потом всякие трехбуквенные люди вызывали, и это их напугало. Это их напугало, что мы начали движение друг к другу. И там, значит, людей вызывали, и у нас то же самое происходило. То есть они реально испугались ФСБшники, потому что их задача была максимально нас оттянуть друг от друга, а еще желательно, чтобы у границ стояли и друг на друга лаяли, как говорится, тявкали. Вот это просто оптимально на самом деле для них. Так что я не вижу каких-то серьезных проблем, потому что даже там вопрос языка, но вот опять-таки нету ближе языка, чем башкирский и татарский. Лексика 97% одинаково. Ну, произношение разное. Но вот, например, я Мишарин, вот отец у меня с Нижнего Новгорода, да, нижегородский Мишари, Нижгар Мишарлары, как у нас говорят, Саргач Мишарлары. Так вот у них говор, он сложнее для восприятия казанцам, ну, вот, за казанским татарам, да, чем, например, татары, и чем башкорты. Ну, это как бы вот, это не является причиной того, что мы должны друг от друга отходить. Или там, если ты изучаешь башкирский язык, ты автоматически, по сути, изучаешь и татарский язык, и наоборот. Соответственно, вообще нету никаких здесь проблем, да, как я считаю. Так что в политической плоскости, я думаю, мы в любом случае имеем общий вектор и в остальных вопросах. Языковой уж тем более. На самом деле языковой вопрос, скажу честно, может кому-то не понравится, он периферийный. Он периферийный. Потому что, ну, даже у Мустай Карима там есть такие слова, что «Нибаля урустан, хам татар блям башкортан, хам урустан уруства», да, то есть мы пока деремся там башкорт ты или татарин, а вот от брака, значит, смешанного татарина с русскими и башкорта с русскими, уруства, ну, это вот так и происходит. Это, по-моему, самое четкое определение, что пока мы деремся, значит, наши оппоненты радуются. Так что здесь важно поставить еще, дорогой Руслан, определенные приоритеты. Если мы не будем приоритеты видеть, и я призываю людей, ну вот, к примеру, да, вот конфликт, который случился в Ленинградской области, там были казахи, там были чеченцы. И вот, значит, там вышел такой шум. Вот вчера был у нас эфир с Русланом Кутаевым, с чеченцем. И народ, значит, там сильно возбудился. Вот вы там, вот так надо занять. Он говорит, ну это бытовой вопрос. Его специально враги заостряют как межнациональный. И я смотрю, что люди возбужденные пишут, вы там не правы, это вот так надо. Их легко вот накрутили, и они уже сами не отвечают за свои мысли. Представляешь, и с нами так же делают. Просто натравляют, и у человека уже он теряет сознание. Он не видит стратегически, он все, он готов своего соседа, своего собрата убить просто. Просто убить готов, потому что там, значит, кто-то сказал, это вот межнациональный конфликт. Никакого межнационального конфликта нет. Если я на улице с кем-то столкнулся, я говорю вот так вот, по каким-то там обстоятельствам хозяйственным, скажем.
то я с ним конфликтую не из-за того, что он сириец или там он курд, например, да, а потому что он себя вел безобразно. Вот я из-за этого с ним, например, конфликтую. Но это можно вот подать таким образом, что там татары воюют, значит, там, с сирийцами, например. Все, давайте поднимем оружие и будем объявлять джихад там, значит, этим проклятым татарам. Вот это так происходит, к сожалению, глобально. И нами манипулируют эти люди. Наши народы же много наивные, очень наивные. Вот в некоторых вопросах просто я хватаюсь за голову. Ну, нельзя так, потому что если мы будем наивными и дальше, нас будут и дальше вот эти певчие, шмевчие насыпать, там, что-то обманывать. Ну, задача же такая. То есть они говорят, они какие-то наивные люди, мы им сейчас обещаем что-нибудь, они клюнут на это, а дальше мы их просто лбами столкнем, и все, разделяй властвуй, дивиде et impera, древний римский имперский принцип работает до сих пор. Кстати, у меня целый раздел посвящен татарам и башкирам в моей книге, и как раз тоже я говорю о том, что я это предвижу, что, скорее всего, в момент вот обретения борьбы нашей за независимость наших народов, наших республик, я уверен, что московиты, они сделают все возможное для того, чтобы нас стравить, и не просто стравить там на уровне каких-то словесных баталий, а, скорее всего, будут провокации и вплоть до там убийства там Сто татар, процентов, или 100%. свалит это на башкир, и убийство башкир свалит это на татар. Поэтому действительно, я согласен полностью, что на сегодняшний момент у нас нет никаких противоречий. Мы сейчас находимся оба в одной камере, и условно вылезти, чтобы, не только оба, я там и другие рядом народы, но чтобы вылезти, нам нужно вот подставить руку, да, чтобы один человек залез и как бы сломал эту решетку. И в этом случае Да. нужна опора на соседа, на брата. Я здесь полностью согласен. И мало того, действительно, по языку я тоже давно пришел к выводу, что наши языки настолько как бы близки, что вот условно нам выгодно, чтобы в Башкортостане изучался татарский язык. Почему? Потому что изучая, если есть татарский, мы будем разговаривать башкир будет разговаривать с татаром, не переходя на русский язык. То есть вообще сфера действия русского языка будет сокращаться полностью, если мы будем переходить, вот разговаривать только на своих языках. А мы друг друга в совершенстве понимаем. И условно, если, как я говорю, я мечтаю, чтобы там условно с Хайбулинского района человек выехал и доехал до Зеленодольского района Татарстана, и он ни разу не перешел бы на русский язык. То есть можно свободно говорить, объясняться, понимать прекрасно друг друга. И то же самое, чтобы татар приехал бы до Хайбулинского района или там, до Учрединского района, то же самое. То есть не переходя на русский язык. Это единая языковая среда. Это очень хорошо, я считаю. И мало того, я считаю, что татарский язык действительно у нас в Республике Башкортостан должен иметь как минимум официальный статус. Официальный статус. Если русский язык будет иметь официальный статус по нашему проекту там, на 30 лет, то татарский должен быть навсегда, потому что огромное количество... И я еще раз говорю, нам выгодно, и мы много берем, выгодно, чтобы татарский язык у нас звучал, чтобы разговаривали, и мы много от татарских слов берем. Я, например, какие-то слова, если не могу перевести с башкирского, нету. Я захожу в татарский онлайн-словарь, нахожу это слово, и я знаю, что оно будет звучать у нас так же. Поэтому никаких Мгм. действительно проблем я в этом не вижу. Ну да, это же опять вот ложная дихотомия, которую нам навязали. Понимаешь, или башкирский выбираешь, или русский, или татарский. А это не должен так вопрос стоять. Не должен так вопрос. А нас сознательно вот в эту вилку загнали, и пока мы там выясняем отношения, мы теряем свои языки, к большому несчастью. Теряем свои языки, потому что, опять-таки, мы берем казахский язык, там узбекский на 80%, вот, очень похож, кыргызский, да, и так или иначе, вот, что установили единый алфавит в рамках тюркского мира, да, Организации тюркских государств, единая система образования, мы все равно будем идти к орта-турки, к общему тюркскому языку, да, с сохранением суверенитета наших языков, это нормально, но при этом у нас должен быть, ну, так называемый койне, то, что у греков был, да, общий язык, на котором мы можем спокойно разговаривать, не переходя на другие языки, там, например, на английский или там, на русский, например, да. На своих языках мы можем говорить, ну, какие-то моменты там, да, действительно, недопонимания из-за того, что язык просто не слышим. А если будет общий, это вообще нормально, потому что
когда наши деятели татарские эмигрировали еще к османам, они спокойно разговаривали. Я думаю, как вот они быстро, что ли, так учили. Потом посмотрел, османский язык, он насколько был приближен к нашему языку, к нашим языкам. Потому что, если ты посмотришь, даже татарский язык столетней давности – это совсем другой язык. Там язык Тукая абсолютно другой. Четкий, там очень много таких философских, там арабских заимствований и так далее. Старые слова тюркские. А потом он все примитивизировался и так далее. То есть, если мы к истокам придем, мы увидим, что мы из одного корня вышли, и у нас даже в языковом смысле не будет никаких проблем. Да, потому что со временем мы расходились. И сейчас, например, татарский и турецкий – это, я не знаю, как русский и польский, например, или даже словацкий. А более столетия назад он был близким, очень близким. Ну, вот, например, у арабов же есть эта проблема. Мурат Хазрат, вот, лингвист, арабист, он всем хорошо знает, что, например, марокканские арабы там плохо понимают сирийских арабов. Ну, вот у них так и разошлись. Но есть письменность, есть общий литературный арабский язык, который они прекрасно понимают, на основе которого... А так вот есть своя специфика. Так что объединение – это еще и вопрос для нас создания общей языковой среды, как ты верно отметил. Если этого не будет, то, конечно, поодиночке языки будут растворяться в большой вот этой вот глобалистской, да, системе. Это неизбежно, собственно говоря. Но есть и обратные примеры. Каталанцы, баски, которые восстановили свои языки. Причем за поколение у них, знающий язык, процент вырос у басков там с 30 до 70%. Вот. Хотя у них там до сих пор еще и государства нет, но в целом они сделали ставку на это. То есть это тоже ответ тем критикам, которые говорят, что нет, уже язык умирает, как бы бесполезно. Его не восстановишь, как в мертвом припадке. Ничего подобного. В Уэльсе восстановили, есть и другие, там, значит, в Латинской Америке индийские языки восстанавливают. Кстати, я здесь немножко не соглашусь с тобой, Руслан. Я согласен, да, что есть какие-то успехи определенные, но вот без независимости действительно языки сложно восстановить до 100% уровня, чтобы вся государственная, там, весь государственный аппарат функционировал на языке. И сегодня я знаю, что и у валийцев, и у басков, и у каталонцев проблема с языком все равно есть. Почему? Потому что они не имеют своей независимости. Да, то есть они как-то укрепили свой язык, но постепенно, вот по той же самой, как ты сказал, глобализации, из-за этой самой глобализации, из-за того, что есть давление центрального языка, главенствующего там в этой стране, все равно они испытывают эти проблемы. Ирландцы, знаешь, Бесспорно, очень большие проблемы. да, как раз-таки государство, ведь когда начался модерн, как раз-таки произошла централизация и официализация языка, прежде всего языка официоза, да, который закрепил его статус. И государство как бы его поддерживает. Потому что простой народ вообще бы, честно говоря, ничего не делал, только мяукал, квакал, ел, и как бы это ему было достаточно. А государство вынуждено содержать телевидение, заниматься изданием книг, изданием учебников, да, все документооборот переводить. Ну, это же как бы функция государства, потому что мы с тобой, даже если у нас будет там 100 миллионов долларов, не сможем этого сделать. Просто не сможем, потому что у нас нет и ни аппарата, ни этих полномочий. Поэтому, конечно, одна из функций государства – это защита этой сферы, прежде всего. А Это как движение раз вот снизу обязательно должность. как раз отвечает Ага. вот на тот вопрос, если мы останемся в составе прекрасной России будущего, и даже если нам дадут какие-то полномочия, там снова будет обязательный татарский язык в школах, обязательный башкирский язык в школах, все равно это не спасет наши языки. Вот Языки не глобализация спасет, и потому давление. что, да, потому что язык факультативный или язык, который не имеет сферу применения, он теряется. Ну, вот самый простой пример. Вот есть латынь, язык без народа. Вот многого там что-то применяем. Вот я в университете изучал латынь. Ну, сейчас вот у меня скажи, там, давай поговорим по латыни, я не смогу говорить, это очевидно.
Да, здесь то же самое, потому что он как бы и носителей нету, и нету никаких сфер Сфера применения. применения его, кроме каких-то, да, отдельных слов, там еще что-то там, лекарство купил там, и все. Здесь то же самое они скажут, а зачем нам учить? Ведь то же самое было, помнишь, когда отменяли систему ЕГЭ на родных языках. И очень многие в Татарстане отказывались отдавать в татарские школы, потому что ЕГЭ надо было сдавать на русском языке. Они говорили, слушайте, ну мы любим свой народ, там свой язык, но ребенку надо поступать, он не сможет там на татарском сдавать ЕГЭ, ну, вообще не сможет, соответственно. А если он будет на татарском учиться, а ЕГЭ на русском сдавать, он будет в неравных условиях. И они отдавали, и все. Это вот такой маленький пример. А остальное они скажут, университетов нет, татарских школ полноценных нет татарских, да, зачем нам? Ну, будет он учить 2 часа, там, 3 часа, 4 часа в неделю. И много ты так язык научишь 4 часа в неделю. Ну, какие-то слова там Ну, как, будешь знать, как, и как сейчас все. английский, как сейчас английский учат в России в школах. Ну, ну да, ну да. То есть ведь еще Примерно какая так. проблема? Ведь еще какая проблема? Я-то считаю, что язык вообще не вопрос коммуникации. Потому что объясниться мы с тобой можем, вот сейчас даже там чат ИИ, там GPT и прочее, прочее, они там и письма составляют, и диалоги, и все, и переписываться может, даже не обязательно общаться. А язык это прежде всего, как говорил Хайдегер, дом бытия, да, вот там как бы находится и наша мировоззренческая конструкция. Мы должны мыслить на нем, мы должны излагать наш как бы вот там, татарский, башкортский мир, неважно, да, вот он язык отображает, потому что никакой другой язык этого не сможет сделать, потому что как бы, Творить ну вот есть продукты. слово «ман». Да, «ман» этот, он только в родном языке, и поэтому говорят, что полноценно переводить какое-то произведение художественное на другой язык невозможно, ты не передашь всю специфику, это действительно так. Поэтому, говорят, ну вот он же там сможет общаться. Да вопрос даже не в общении, а в том, что через язык формируется все, и мировоззрение, и культура, и духовная сфера, абсолютно все. Можно, конечно, как, я не знаю, как индусы, которые, вот, если ты видел, как они там на английском общаются, у них свой английский там, ну, это же как бы не имеет никакого отношения, там, например, к английской культуре, к Шекспиру, да, это просто вопрос там технически объясниться, там, куда пройти, хлеб купить и так далее. Кстати, ну и последний вопрос, вот я как раз хотел. Я смотрел эфир твой вот последний с Гелой Лосадзе, про который ты сейчас недавно упоминал, и мне понравилась там такая аналогия, когда ты сказал, что вот а, взять власть в своей республике – это одно, но другое еще это удержать. И вот ты сравнил с аналогией «Царь горы», да, которую мы все в детстве играли, и я с удовольствием играл в эту игру. Действительно, находясь на горе, ты должен уже, когда ты нападаешь, точнее, на того, кто находится на вершине, вас много, и ты Да. здесь в удобном положении. Когда ты наверху, обороняешься от всех, ты один. Согласен здесь, и вот как в таком, отсюда вопрос истекает такой, что вот как защитить власть, которую возьмет национальное татарское национальное движение, а, в этом вопросе, потому что мы прекрасно знаем, что огромное количество русского населения в Татарстане, огромное количество русского населения в Башкортостане, они а, сейчас, на данный момент, они действительно во многом больше склонны к тому, чтобы независимости у нас не было, против этой независимости выступают. Даже я знаю, что либералы, те же самые там уфимские наши либералы, очень выступают сильно против независимости, они ее боятся, я не знаю, чего там. И я знаю, что Москва через вот эту свою партию, русскую партию, будут делать все возможное для того, чтобы, ну, как минимум, даже если произойдет независимость, то очень быстро, чтобы она схлопнулась. Показать всем, что, ну, смотрите, они как бы там не способны ничего вот, и так далее. Как удержать? Здесь вот, как я уже сказал выше, нам нужно концептуально проработать этот вопрос. Так как мы говорим, что у нас есть республика, да, ну, республика это как раз с латинского res publix, общее дело, общий вопрос. И, соответственно, мы должны призвать их к коалиции, говорить о том, что мы будем учитывать права всех этнических групп, да, во-первых. Во-вторых, должны предложить такую оптимальную модель, в том числе экономического благополучия. Что вы
обретете качество жизни лучше, чем там, условно, во Владимирской области. Ну, что и происходит сейчас, да. Третье, что никаких проблем никто там ущемлять ваши права, конечно, не будет. Вопрос стоит для нас. Мы хотим для себя сохраниться. То есть это не касается вас. У вас есть свои институты, эти институты будут поддерживаться, у вас там есть возможность уехать там, сям учиться. Как бы нет уже проблем, да? А у нас нету другой родины, у нас нет другой институции, где мы можем сохранить. И вопрос республики самостоятельной, он берется не за ваш счет, он решается только для того, чтобы нам сохранить. Соответственно, нужна широкая политическая коалиция, и поэтому мы считаем, что очень важно вести разъяснительную работу, и в том числе как бы социально-экономической, да, что вот смотрите, если мы будем процветать, если мы будем оставлять нефть и все продукты, то и вы будете свое благосостояние повышать, и вы будете хорошо жить. Но ты верно отметил, что в Татарстан очень много приезжает, и он один из немногих регионов, там за исключением Москвы, там Питера, где количество населения увеличивается. Это не только татары, которые приезжают, но и значит, люди из других регионов России. Ну, просто жизнь, качество выше. И вот эта общая разъяснительная работа, плюс ко всему социальные такие гарантии, которые мы даем, и широкая коалиция. Говорим, давайте это. Значит, вот, если вы демократ по-настоящему, приходи, войди в коалицию, мы проговорим и объясним, какие у тебя требования. Знаешь, ведь многие люди, которые в 90-х годах, там у нас было такое движение РИС, равноправие и законность, потом, значит, там, народовластие, которые были противниками суверенитета Татарстана. Многих я знал уже в 2000-х годах, мы общались, и они говорили, что, ну, вот мы немножко были введены в заблуждение. Да? Там и татары, кстати говоря, очень многие были. Это ДПР, Демократическая партия России, кстати, демократическая, но она стояла на имперских позициях. Они как раз выступали в 1992 году против референдума. Сначала сказали, что давайте проведем референдум и посмотрим, чего стоит ваш суверенитет. Потом, когда поняли, что большинство за суверенитет, они стали пропагандировать против суверенитета. Вот. Я думаю, что обязательно нужно такую работу вести и вовлекать их в широкую коалицию. Даже предлагать какие-то места, пожалуйста, там, министр и прочее. Ну, это как бы нормальная практика в мире, да, привлекаешь, и пускай человек как бы развивает, работает в этом направлении, потом уже у него не будет причин говорить, что вот меня отторгли, значит, они там захватили власть, пожалуйста, хочешь там министром труда, например, работать, пожалуйста. Если Строить человек... политическую нацию, правильно? Строить политическую Ну, нацию. я думаю, что она должна быть двойная надстройка. То есть татарская нация политическая должна быть, она должна развиваться. И общая гражданская, она тоже имеет место быть. То есть гражданин Татарстана. Но при этом, например, татары имеют полномочия, вернее, право получить гражданство Татарстана, потому что они татары, потому что это их историческая родина. Вот. Но так как этнический состав в Татарстане, ну, как ты понимаешь, крайне сложный, да, невозможно и нельзя противопоставить одних и другим, потому что это как бы тут же вызовет не просто раскол, но и, скорее всего, военные действия, то мы можем найти вполне нормальную модель конфедеративную. Ну, на примере там, швейцарской, например, модели тоже нет. Но при том, что мы говорим о обязательном праве того, что татары должны иметь все возможности, полномочия, чтобы развивать свою культуру и прочее остальное. А в этом случае этих людей не настроит против нас, скажем так. Потому что всякая революция, она делается, конечно, теоретиками и романтиками, но особое искусство заключается в том, чтобы вовлечь своих оппонентов вот в эту вот сферу, чтобы они из нее не смогли уже выйти. Понимаешь? То есть часто бывает, что людям достаточно какого-то небольшого внимания, чтобы на них обратили внимание. Обратили внимание, да. Масло масляное получается. Но именно так. То есть на начальном этапе мы должны объяснить, сказать, что республика, общее дело,
но при этом образующим, как бы народообразующим элементом являются татары. Согласен полностью, но хотя у меня немножко более радикальный подход, и я считаю, что у нас в Башкортостане, я, кстати, вот это у меня красной нитью проходит в моей книге, что на первое время нам нужен будет а, мягкий авторитаризм. Мягкий авторитаризм а, по типу Южной Кореи, по типу Сингапура, по типу сегодняшних стран Туркестана, Казахстана, Узбекистана, когда власть должна перейти к национальным, национальным, национально настроенным элитам, ну и не только элитам, и вообще вот эти как бы деятелям, да, которые, а, почему нужно первое время такой авторитаризм, чтобы провести законы нужные для укрепления нации, укрепления государства, создать армию, укрепить язык. И только потом отпускать как бы до уровня демократии. Если, скажем, сразу же сделать все демократию, партии разрешить такие, какие хотят люди создавать, я думаю, что получится Украина. Украина, когда мы помним, что в Украине были прорусские, откровенно прорусские партии Медведчука, Януковича, которые откровенно работали против Украины, откровенно продвигали российские нарративы. И пришло вот, и это все привело к тому, что имеет. Казахстан, вот яркий тому пример, когда в 89 году казахов было 39%, а 51% это было русскоязычного населения, то есть русские, украинцы, белорусы, немцы и так далее. И именно вот это авторитарное такое правление, я бы не сказал, что там была диктатура. Нет, такой мягкий авторитаризм, который укрепил государственность. И они прекрасно понимали, что если бы тогда бы вот разрешили бы какие хочешь партии, там, гласность, свобода слова, плюрализм мнений, Москва очень быстро вмешалась бы в политику Казахстана. И уже сегодня, наверное, Северный Казахстан был бы, наверное, отторгнут, а, учитывая, какое огромное количество русского населения. Поэтому я немножко как бы на это смотрю так вот радикально, хотя, может быть, и, как ты говоришь, твой вариант более живуч будет. Но я считаю, что Ну, демократию сразу можно продвигать в том случае, когда население достаточно моноэтническое. Ну вот, ну и многие скажут, а вот Монголия. Почему Монголия? Она находится между таким там Китаем и с Россией, которые там долгое время влияли на нее. Однако они сохранили демократию, но там их 90% монгол. И это национально такое моноэлитное объединение людей. Что не скажешь про Татарстан, что не скажешь про Башкортостан. Поэтому очень сложно, я считаю, ну, вот это смотри, нам. вот это да, эта мысль важная, но есть специфика Татарстана. Мы же проводили референдум как раз в 92 году. 62% за сказали. То есть дополнительный референдум проводить нам не нужно. Потому что итоги этого референдума никто отменить не в состоянии. Более того, там большой процент голосовали русские люди. За Татарстан, суверенитет и все остальное. Все, что мы имели в качестве базы суверенитета. Потом демократия, ты знаешь, я так скептически отношусь ко всему, вот все, что связано с так называемой демократией, потому что демократия это лишь форма, ну как сказать, это механизм. Механизм может быть такой, может быть другой. Здесь я с тобой соглашусь. То есть нет универсального понимания. В-третьих, немаловажных, есть революционная ситуация. При революционной ситуации, да, возникает диктатура там или пролетариата, или политической партии. Почему я и говорил о том, что изначально те, кто занимается политикой, те, кто жертвовали и так далее, они должны иметь больше полномочий. Может, это кому-то не понравится, но это так, потому что они берут на себя ответственность. А когда абсолютно верно, все будет вот это разваливаться, кто-то должен будет, ну, сконцентрировать власть. А когда уже все нормально будет, тогда там механизмы, да, вот эти вот распределения властей и прочее могут быть уже пересмотрены. Изначально, конечно, власть должна быть в полном пучке, поэтому революционная партия должна быть своя революционная группа, бесспорно. А без нее все это, даже чисто, вот если даже не будет внешней агрессии, это будет хаос просто. Просто будет хаос, это тоже верно. Поэтому важно вот это все концептуально прописать, что
не было, например, Великой Французской революции с ее там штурмом Бастилии, с директорией и прочими, ну, не было бы современного мира, потому что современный мир как бы основывается на идеях Великой Французской революции, вот это либерте, эгалите, фратерните, да, братство, равенство, свобода. Это так действует. Просто люди, которые не знают истории, они считают, что как-то так по щелчку раз сразу и выстроится. Оно так не выстраивается. К счастью или к сожалению, или у истории тоже есть свои механизмы, у всего есть свое время. Так что нужна партия, как говорил Бланки, профессиональных революционеров. И эти профессиональные революционеры как раз люди, которые национально ориентированы и которые готовы бороться, жертвовать, да, страдать. И за это как бы они получают определенные полномочия, но не для того, чтобы хорошо жить, а чтобы выстроить жизнь остальным. Потому что если говорить прямо откровенно, сам народ, вот как масса, он ну, как бы не может это организовать. Это романтическое восприятие, вот там халак, народ, миллят, это все понятно. Но все равно же действуют интеллектуалы или же интеллигенция, да, и прочее. Вот это обязательно прослойка. Опираясь, да, на волю народа, конечно. Да, согласен. И, ну, наверное, закончим на этом. И просто единственное, что я еще бы хотел бы добавить, Руслан, что вот на сегодняшний момент из тех 7, из 6 национальных республик Урала-Поволжья и 7 народов, которые населяют эти республики, к сожалению, наверное, такие самые активные это вот татары, башкиры и эрзи. Остальных вот, ну, практически сейчас не видно. Даже миллионный народ чуваши. И хотелось бы, конечно, чтобы появились движения, серьезные, сильные национальные движения и остальных народов, чтобы вместе, уже объединившись, вы боролись за... Потому что без остальных свободных других наших национальных республик, наших соседей, нам тоже будет сложно. Нужно, чтобы мы все были свободными, как минимум. Не говоря уже про вообще все национальные республики. Вот Да, ты так прав, хотел и я думаю, завершить. Да. что правильно будет сказать, что мы готовы им помочь, протянуть руку помощи, ну, как мы можем, да, насколько у нас хватит возможностей, и не нужно бояться, если как бы есть нужда в этом обратиться, потому что мы прекрасно понимаем, что только вместе мы вот сможем добиться нашей общей цели. На этом спасибо большое, Руслан. Рад был, что ты пришел. Надеюсь, что это наше не последнее Взаимно. такое общение. Будем общаться. Рахмет. Алла верса.